Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. И сегодня у нас с вами будет необычный обзор моих покупок в магазине Fix Price. Чем он необычный? Ну, я поменял локацию и немножечко у нас будет вот так вот. Если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра. Прежде чем мы начнем наш обзор, у меня к вам будет традиционная просьба. Пожалуйста, нажмите сейчас это видео на паузу. И тем, кто еще не подписан на мой канал, обязательно сделайте это, подпишитесь, чтобы не забыть после просмотра. Ну а тем, кто подписан, поставьте, пожалуйста, лайк, и мы начинаем. Первый мой обзор, первый мой шопинг в магазин Fix Price после Нового года. Что я понабрал? Я шел, честно сказать, за туалетной бумагой. Беру только в Fix Price, беру папе, но в этот раз я взял 4-слойную. Стоит она 550 тенге. Забыл взять чек, потому что будет с чеком удобнее. Ага, папе Делюкс 440 тенге стоит, но здесь их получается 4 рулона. 4-слойная, 4 рулона. Вот, получается по 110 тенге рулон. Ну, в принципе, нормально. До этого я брал 6 рулонов. 6 рулонов стоят у них 550. Вот. Вот, я взял побольше. И, в принципе, знаете, я всегда беру много, чтобы, знаете, она всегда была. Чтобы не получилось вот так вот раз и закончилась. Вот. Шел, честно, только за ней. Ну, естественно, душа понеслась, как говорится, в рай. Увидел новые лейсы. До этого не было, с разным вкусом, который вот я сейчас взял. Вот, сметана и ароматные травы. Вот это, получается, пачка идет у нас 120 грамм. И есть вот такая вот пачка, она идет 85 грамм. Вот. И что я вам хочу сказать, значит, те, которые 120 грамм, у них идет цена 440, но, по-моему, не изменилась. По-моему, до Нового года я так и брал. Ну да, это как бы дороговастенько, ну, я надеюсь, что они более-менее полезные, чем вот эти чипсы. Еще одни сейчас взял, покажу. Вот, но мне нравятся вот эти лейс. Часто, конечно, я их не беру, но взял, да взял. Так, и нежный сыр с зеленью. Давайте мы его сейчас сразу и протестируем. Ну, эти-то я сметана и аромат я не брал. Ну, все открывать не будем, давайте одни протестируем. Кто не брал, я прям рекомендую, мне они очень нравятся. Знаете, такой ароматный, нежный, правда, запах. Но я сыра не чувствую. Чувствуются травы. Взял побольше. Ну, приятного аппетита. Ой, ну я обожаю их. Вот, пишут на 50% меньше жира. Поэтому для любителей чипсов рекомендую брать их. Ну и взял попробовать вот такие легкие воздушные чипсоны со вкусом краба. Давайте тоже их. Ну это вот такая вот. Вот что-то получается. Ну, они сделали их в виде краба. Довольно вкусно даже. Прям очень вкусно. Вот все, что не полезно, то все вкусно. Так, далее. Вы знаете, взял перчатки. Вот у меня дома во время ремонта позакончились все перчатки. Я, знаете, я сначала купил эску. Я вам сразу покажу, может быть, кто-то ходит в Fix Price. Мне она вообще, ну, на мою руку, получается, она практически не налезла. Я когда все рассчитался, я вышел из магазина, я попробовал ее одеть на свою руку, она у меня не оделась. Я обратно вернулся в магазин.
И взял Элку. Вот Элка мне более-менее подошла на мою руку. Еще была М-ка. Вот Элка вроде самая большая. Но я не буду одевать, показывать. Они очень тоненькие, в принципе. Вот я когда Элочку одевал, я даже ее порвал. Вот. Ну, а эти я отдам маме, наверное. Найдем кому отдать. Ну еще, конечно же, я шел за чаями. Потому что я беру вот эти вот, беру тески. У меня они все закончились. Там одна пачка осталась. Вот. Здесь я, безусловно, рекомендую. Кстати, а сколько они в этом году стоят? В этом году также 330 тенге стоит. Это тески, кто не знает, с треугольными пакетиками. Взял карамель. Карамель, она, знаете, в принципе, кто не брал, она такая сладковатая. Взял вот такую вот. Это что тут? Непонятно, какой-то фрукт. Но вот она кисленькая. Мне так иногда охота кисленького. Вот. И она прям заходит. Честно скажу, мне нравится. Так, ну это вот клубничка с бананом тоже у меня. Там вот, кстати, открыто у меня есть. И, дорогие подписчики, были комментарии, как это же циртус, цикертус, манго. Короче, писали, как это называется фирма. Но не суть дела важно, мне нравится. Мне нравится чай. И впервые я взял вот такой вот ТС. Шокировало то, что эта пачка стоит 880 тенге. На подобные такие пачки, ну вот Липтон я еще брал в светофоре, но он не очень. Мне он что-то не особо... Или здесь же брал в фикс-прайсе, короче, с ними уже запутался. Но он не очень, честно скажу. Вот, и он 500 тенге стоит. А это получается ТЭС 880 тенге, но на рынке они стоят где-то 1200-1500. Давайте открою, покажу. Они пачечки, по-моему, должны идти еще в этом. И все равно открывать. Вот. Ага. Вот. То есть вот такая вот пачечка. Очень удобно. Мне нравится, когда вот чай вот в таких пакетиках спрятан. Ну, помимо этого, здесь-то он не спрятан. Вот такой чай взял. И взял, иногда же хочется, больше всего, конечно, я пью компот, так как мама мне варит компот. Кстати, я подстригся сегодня. Со свежей стрижкой меня в этом году. Так, взял мультифрукт. Прям 100% сок. Вот, взял мультифрукт. И взял морковь и яблоко. У них прям, знаете, видимо, недавно был какой-то привоз ящиков, стояло под потолок. Так, ну сколько они стоят, я не помню. По-моему, они стоят денег. Так. 330 тенге литровый. Ну, в принципе, наверное, нормально. И так как мы в последнее время с вами дегустируем, я буду пробовать морковь и яблоко с мякотью. Давайте, я уже открыл, надо было тряхануть. Так все серьезно. Ой, знаете, я не знаю. Он мне напомнил в детстве, вот пюрешки вот для детей делают, которые вот без сахара, наверное. Да, без добавления сахара. Вот оно и чувствуется, что, ну, не знаю, насколько он полезный, но вот он напоминает детское пюре для детей со всех грудных. Прям вот сильно-сильно. Ну, такой своеобразный вкус. Если он действительно такой более-менее полезный, то почему бы и нет. Так, ну раз уж мы начали дегустировать, еще я просто хотел там в магазине попить. И взял вот такой вот освежающий напиток. Там, кстати, что интересно, в фикс-прайсе очень много таких напитков, которые не продаются в обычных магазинах. Безалкогольный, 0,48 литров. Он, ну, я не помню, по-моему, он 330 стоит. Сок сады. Так. Напиток газированный. Он 165 тенге стоит. Вот. Ну, он так себе. Знаете, на любителя. Газированный напиток. Ну дальше. Дальше я, конечно же,
взял свои любимые батончики Twix. Как-то я снимал обзор, я показывал, что я брал разные батончики, но все-таки мне больше нравится Twix. Ну, взял три штучки, да, по-моему, 3. Стоят они 165 тенге. И еще зубная щетка Colgate. Зубная щетка Colgate, по-моему, 165 тенге. Увидел вот такой вот, написано уголь. Профессиональное отбеливание. Зубной порошок. В готовом виде на белом угле. До меня сейчас дошло. Почему? Вот, на белом угле. А я, значит, открываю, вот, только прибежал, открыл посмотреть, а тут белое. Думаю, боже мой. Кстати, почему порошок? Она на вкус, на вкус как порошок идет. Ну, мятно-мята. Так, это удовольствие мне обошлось. Зубной порошок 330 тенге. Обзор. Забыл принести средства. Купил вот такое вот средство. Санитол для кухни. Удаляет нагар и стойкие загрязнения. Я вообще пользуюсь фаберликовским. Пользуюсь уже много лет. Он стоит 700 тенге, но он того стоит. И что хочу сказать, вот эти 700 тенге я трачу, наверное, раз или 2 раза в году. Решил попробовать вот этот, пол-литра. Я почему сейчас сбегал на кухню, потому что я пришел и сразу решил его протестировать. У меня, вы знаете, может быть, я торопился, потому что Фаберлик я заливаю и держу очень долго, не знаю, минут 15, наверное, 20. Здесь, наверное, даже 10 минут не выдержал, но средство хорошо очищает. Оно не пенится, как мне кто-то сказал. Пшикаешь и все. Ну, вот для этого мне перчатки и понадобились. Вот 330, по-моему, да, я сейчас уже сказал. Так, да, 330 тенге, вот такое вот удовольствие, можете тоже попробовать. В принципе, для пол-литра недорого. Ну, мои любимые специи, но теперь на самом деле у меня, естественно, перец, вот буквально там 10 горошинок на дне. Перец закончился. Вот эта шикарная мельница, она очень хорошо молотит. Вот это вот эстетика вкуса. Фирма называется эстетика вкуса. Так, эта мельница стоит у нас, по-моему, тоже 330 тенге. Да, 330 тенге мельница вкуса. Так, взял вот такой вот сухой клей, стик. Ну, мне надо для дома. Он 165 тенге, по-моему. Так, щетка. Где он? Кстати, я не сказал, вот эти чипсы воздушные, которые чипсоны, они 110 тенге стоили. Сейчас я их увидел. Так, клей-карандаш 165 тенге стоит. Ну, в принципе, я не знаю. Клей да клей. Взял, ну, потому что увидел. Сколько он стоит на рынке, ну, может быть, бывает и дешевле. Но последний раз какой-то взял отвратительный. Он прям, знаете, он прям не клеит, а гелем каким-то мажешь. Так, ну что, и все. Еще взял кондиционер. Помните, я уже делал обзор, я брал Ешку только, ну, для взрослых. А здесь у них появилась для детей. Подходит для детских вещей. Подходит для детских вещей. Вот, я взял его попробовать, потому что эта Ешка стоит 550. Да, 550 стоит. Я хотел в мягкой упаковке взять, а потом переливать вот в твердую. Вот кондиционер у меня закончился. Кондиционер мне нравится в фикс-прайсе. В мягкой мне очень понравился. Но решил экономить, так экономить. И взял Ешечку. 550 тенге. Рекомендую. Ну, я бы не сказал, что такой супер-пупер запах. Приятный. Так, и в этот раз я обычно, знаете, я беру йогурт в стакане. Такой густой, да, это тут он пожиже. Тоже без сахара. Меньше сахара. Тоже вот этой фирмы нежный. Я решил его взять попробовать. В стакане стоит 165 тенге. А этот, я не знаю, сейчас посмотрю, но я хочу его уже выпить.
М. Слушайте, а мне больше этот нравится. Я теперь буду такой брать. М. Ой, он 330 стоит, он дороже. Он прям в разы дороже. Так, еще я, знаете, что взял? Взял вот такую вот морскую воду. Это надежная защита для слизистых оболочек. Ну, навряд ли там, конечно, морская вода. Ну, ладно, попробую. Потом в следующем, может быть, видео, если не забуду, расскажу. В общем, она для носа и полости рта. Для носа закапываешь и потом высмаркиваешься. А для рта полощешь и выплевываешь. Вот. Ну, хочу прям попробовать. Тоже, знаете, она, по-моему, стоит 165 тенге. Отсюда и фикс прайс. У них фиксированные цены. Вот, ну что, последнее, что мне пришлось взять, это вот такой наполнитель для кошки. Дело в том, что я брал, ну я его камушки называю. Наполнитель, он такой, знаете, вот мой маленький мизинец, с ноготочек маленькие камушки, я ей сыплю чисто для того, чтобы ну, вот, ей порыться, а не из-за того, что прямо она в них ходит. Ходит она у меня в обычный лоток с сеткой. Вот. И вот где я брал, камушки эти закончились и сказали, что вроде как производитель их не производит. И мне пришлось что-то надо подыскивать, потому что ей надо, чтобы лоток не пустой был. Все хотел отучить. Ну, а с другой стороны, не так накладно, потому что на этот наполнитель я за 200 тенге эти камушки брал, ей хватало на полгода, наверное, если не год. Вот. И взял вот, в общем, вот такой вот, не знаю. Ой, конечно, он крупноватый. Но он хорошо ломится. Ну, пахнет прям деревом, что вроде как это из дерева сделано, я не знаю. Надеюсь, что это ей понравится. Так, здесь у нас получается 3 литра. Почему они в литрах пишут, не в килограммах? И сколько же он, по-моему, 300... Да, наполнитель 330 тенге. 3 литра. Но ей тоже, знаете, надолго хватит. Ну что, дорогие мои. Ну да. У меня же дома ремонт идет, а плоскогубцев нет. Поэтому вот взял еще плоскогубцы. Это приходят помощники и позорят меня. Так, пассатижи. Ну что, я смотрю, на них так написано 440 тенге. Ну, это однозначно низкая цена. Вот, ну что, дорогие мои, вот такой вот у нас с вами сегодня получился обзор в новом формате, в новой локации. Напишите, пожалуйста, как вам такой вариант, понравился или нет. И жду вас всех в следующем видео. На этом у меня все. Пока-пока. Пока.